В эфире программа «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем самые важные актуальные темы. Сегодня гость нашей студии – заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия Юрий Семенов. Юрий Иванович, здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашей студии. Ну вот конец августа – это не только конец лета, но это и та пора, когда к школе, пожалуй, готовятся не только родители, ученики, но и, конечно же, и учебные заведения. И вот об этом мы сегодня-то и будем говорить. Вот давайте начнем с организационных вопросов. Как сейчас вообще идет подготовка в целом образовательных учреждений? Сколько вообще объектов прошло приемку уже? Подготовка всех образовательных организаций уже подходит к концу. Мы должны уже отчитаться перед правительством Российской Федерации, потому что непосредственно у нас в республике это временно исполняющий главы республики отвечают за приемку всех школ. А что касается в России, это лично Дмитрий Анатольевич Медведев отвечает за эту задачу, поэтому это государственная задача самого высокого уровня. И все лето, начиная с июня месяца, все образовательные организации готовили, и поэтому успешно в этом году заканчиваем приемку всех школ. Я напомню, что у нас 651 общеобразовательная школа, из них более 128 были сделаны капитальный ремонт, в том числе в детских садах были сделаны тоже очень большом количестве, более 180 детских садов прошли. Ну, в целом, в совокупности более из 1500 всех образовательных организаций, 389 из них в этом году прошли очень серьезный капитальный ремонт, текущие ремонты. Сегодня практически все общеобразовательные организации готовы. 1 сентября все распахнут свои двери, все будут ждать детей со всей республики с большим хорошим настроением, отдохнувшие. Но тем не менее надо сказать, что очень большое заблуждение, что школа летом не работает. Это абсолютно не так. Школа работает круглогодично. Летом было очень много летних школ, лагерей, и процесс был очень хороший. Но мы очень надеемся, что наши педагоги отдохнули, с силами таким придут в новые, ну, скажем, уже отремонтированные и так далее школы, и все очень хорошо встретят этот учебный год. Поэтому готовность хорошая, держится на пульсе все. Личный министр, каждый день мы докладываем, какая у нас готовность. А сколько будет непосредственно новых объектов введено уже в этом году? Ну, уже введено, да? И есть ли какие-то школы, наверное, которые, к сожалению, ну, по каким-то тем или иным причинам не успеют принять детей в этом году? Да, в этом году традиционно мы вводим 12 школ и более 31 дошкольных образовательных организаций. Они на стадии еще строительства некоторые уже готовы 1 сентября открыться. Вот, например, Покровский, он откроется к началу учебного года. Школа номер 3, долгожданная школа, я думаю, для покровчан, всего Хангаласского улуса. И в городе Якутске в этом году мы впервые так много открываем 4 школы, и в том числе такой же долгожданный национальную школу Аикагата, школу номер 35, которую в этом году софинансировал федеральный бюджет, и лично министр развития Дальнего Востока приезжал, смотрел, как идет это строительство. Ну, насчет того, что какие-то школы к 1 сентября откроются, такого быть не должно, это априори. Учебный процесс 1 сентября начнется у всех детей по всей республике, да и по всей Российской Федерации. Поэтому и родителям, и учащимся волноваться по этому поводу не стоит. И эта задача общегосударственная, и тем более и кадрово укомплектованности сегодня хорошие, учебники уже все приобретены, техника. Я с большой благодарностью бы отметил компанию ЕТЭК, которая в этом году оказала большую спонсорскую помощь в оснащении мебелью Кальвицкой школы Кобяйского района. У нас в этом году весной сложности были. Вы знаете, как у нас несколько районов ушли под воду. И мы все народно, я благодарен всем, кто помог системе образования Республики Саха-Якутия, и сами директора, главы улусов, и правительство Российской Федерации помогло, и все образовательные организации вовремя откроются и будут готовы. А как, кстати, обстоят дела непосредственно именно вот в пострадавших от наводнения районах? Они держатся на особом контроле. Правительство республики, лично Айсен Сергеевич этот вопрос еженедельно спрашивает, мы отчитываемся, и курирующий заместитель председателя правительства, они все будут открыты вовремя и начнут учебный процесс. Они укомплектованы тем, чем надо. Я искренне благодарен всем директорам этих образовательных организаций, которые проявили мужество, и коллективу, потому что они большие молодцы. И самое главное, главы этих населенных пунктов очень хорошо проявили. Вот что значит народная сила, когда ради образования, ради будущего люди вкладываются. Это очень хорошо, и государство очень хорошо вложилось, не без этого. Поэтому они вовремя откроются, здесь проблем никаких, надеюсь, не будет. Ну, зима в Якутии, она суровая, все об этом знают, но как идет подготовка к отопительному сезону именно вот в учебных заведениях?
Подготовка к отопительному сезону у нас это не только министерство, это и самообразовательная организация, ну и, конечно, очень большую роль играет Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Они очень большую работу еще начали в мае месяце, это ремонт, реконструкция. Надо сказать, что большинство образовательных организаций сегодня своих котельных не имеют, но тем не менее очень маленькие школы, это в Верхоянском районе очень много малых котельных, от которых мы тоже думаем постепенно уже модернизировать, но тем не менее они все будут готовы. У нас и там ремонт был в этом году проведен, 2 котельные. В Кобяйском районе тоже есть котельные. Так что к отопительному сезону, долгому, который у нас есть, мы будем готовы. Уже сегодня большинство из них, более 90%, готовы к работе. Ну, как раз-таки уже не за горами 1 сентября, и, наверное, многих родителей волнует вопрос, будут ли какие-то изменения в учебном процессе, затронут ли они, кстати, и самих учителей? Нет, кардинальных изменений в учебном процессе не будет. Мы будем продолжать внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, которые утверждены были в 2013-2012 годах согласно новому федеральному законодательству об образовании. Так что коренных изменений мы не ждем. Изменения будут только в 2020 годах, в 2022 году с внедрением единого государственного экзамена по английскому языку, который будет общеобязательный. Поэтому сегодня родители, которые идут в те классы, которые в 2022 году будут впервые сдавать эти экзамены, конечно, они больше волнуются, как их дети будут иностранные языки обучать. Но я думаю, больших проблем здесь не будет. Очень хорошо мотивированные дети, которые будут самостоятельно заниматься, у которых будут педагоги соответствующего уровня. Я думаю, они это сдадут, и проблем тоже здесь волнений быть не должно. Так что больших изменений не будет. Но кроме этого, у нас начинается тоже сдача единого государственного экзамена с 3 сентября. Это осенний поток. Те, которые не смогли сдать в первом потоке, и те люди, которые раньше прошлых лет, они получили возможность сдавать в сентябре. С 3 сентября у нас начинается сдача единого госэкзамена для выпускников 9 классов и для выпускников 11 классов, которые не преодолели порог. К большому счастью, у нас таких детей достаточно мало по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Ну и тенденция идет, что очень хорошая подготовка, сдача последние годы у нас есть. Также завершается у нас, конечно, поступление в различные высшие учебные заведения, средние специальные. У нас это не только школы к 1 сентября, это и средние специальные учебные заведения, это высшие учебные заведения. Распахнуть двери перед всеми студентами и, надеюсь, родителями, потому что очень большое внимание уделять, когда родители уделяют своим детям до 11 класса, вместе с ними учатся, развиваются, помогают, способствуют, координируют. Эти дети намного бывают успешными, поэтому мне хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить всех родителей в школу. И в едином союзе ученик, школа и родитель быть одной семьей ради нашего будущих и наших детей. Юрий Иванович, ну, говоря уже об изменениях, летом освещался такой вопрос, как добровольное изучение национальных языков. Вообще, как это принятие, это может изменить процесс изучения вообще языков в школах? В федеральном законодательстве четко достаточно прописано, и мы порой заблуждаем население, что как-то не изучается, как-то не делается. Четкая позиция Республики Саха-Якутия у нас есть, образовательных организаций. Каждая образовательная организация самостоятельно в выборе тех или иных предметов, в том числе родители. Сегодня у нас очень хороший такой есть, и в этом году министерство выделило более 10 миллионов рублей только на закупку учебников по родным языкам. Так что у нас и языки коренных малочисленных народов. Мы в этом году заканчиваем, кстати, учебное пособие по культуре народов. Это полный комплекс до окончания школы. У нас будет издан в этом году. Федосия Васильевна Габышева, будучи еще министром, очень большое внимание уделяла именно национальному компоненту, изучению родных языков. Когда в этом году она выступала в Государственной Думе, все наши замечания, которые были сделаны, они практически были изучены. Но самое главное, у нас и учебники есть, и пособия есть, и кадры есть, и целая подготовка учителей родных языков у нас ведется, в том числе и в Санкт-Петербургском университете имени Герцена педагогического. Так что я думаю, изучение родных языков будет на должном уровне ставиться, и это очень большая принципиальная позиция и нашего руководства.
Юрий Иванович, ну давайте еще, скажем так, более детально затронем тему августовских совещаний, да, работников, работников образовательных учреждений. Вот какие все-таки вопросы будут на повестке, скажем так, ключевые, и кто будет все-таки участвовать, модераторы? Впервые в этом году у нас новый формат. 22 августа, завтра в 10 часов в прямом эфире по всей республике временно исполняющий главы Айсен Сергеевич обратится с августовским обращением. И мы будем смотреть эту трансляцию, где он, наверное, определит ключевые векторы развития образования, в том числе с учетом реализации нового майского указа номер 204, который в этом году вышел и определил, что в России российская школа должна войти в десятку лучших школ к 2024 году. И мы на эту тему очень много мероприятий ведем, разрабатываем новые программы, в том числе реализации данного указа. Ну, основная тематика – это подготовка к новому учебному году, чтобы она прошла очень хорошо. Мы соберемся здесь, руководство системы образования. В режиме онлайн впервые в этом году весь мир может наблюдать, не только республика, мы и в интернете будем выкладывать. Так что из любой уголка мира, в том числе, конечно, наша республика, любой педагог, любой учитель, родитель, любой представитель и бизнеса, и государства может зайти и посмотреть, какие совещания идут. Мы ждем визита заместителя министра образования и науки Российской Федерации Павла Станиславовича Зиньковича. Он приедет специально на наше августовское совещание. Это с тем, что в этом году мы провели очень успешные международные интеллектуальные игры. Он хочет ознакомиться с его опытом, посмотреть и так далее. И сегодня мы предлагаем очень много интересных для российского диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем этот вопрос тоже обсуждать, как мы будем интегрировать с мировым образовательным сообществом. Третий вопрос, который мы рассмотрим, это, конечно, учебные планы, подготовка, какие меры нужно в этом году принимать, какой план у нас будет, больших научных конференций для детей, какие курсы подготовки, какая кадровая политика будет. Обо всем мы в этом поговорим. И очень интересный формат в этом году. Есть такая хорошая, замечательная летняя школа. Он пройдет в Якутске. «Арктика зовет». Это специально мы будем призывать, мы до сих пор приглашаем двухдневный курс для всех желающих поехать работать в арктические северные районы нашей республики. Мы будем их готовить, с ними работать, и начальники управления, директора соберутся и предложат, какие ставки у них есть. И четвертый момент, на котором бы хотелось остановиться на августовском совещании, это, конечно же, стратегия развития в ближайшие годы, и как должна республика идти, что должна делать, чтобы попасть в десятку лучших. Результаты единого государственного экзамена мы проанализируем, как наши дети сдавали, что сделать, чтобы выпускники 2019 года сдали еще лучше. Так что работы будет много. Юрий Иванович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче, позитивного проведения совещания, которое уже стартует завтра. Ждем всех детей, учителей 1 сентября в красивых школах. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня гость нашей студии был заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия Юрий Семенов.